Избили или упал? Что случилось с жителем Муминабада в отделе милиции? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Сотрудники отдела милиции Муминабадского района вызвали к себе местного жителя с требованием, чтобы тот отправил своего сына призывного возраста в армию. Но мужчина вышел оттуда с телесными повреждениями. Неизвестно, в результате чего житель Муминабада Хикматулло Наджотов получил травмы, но его односельчане сообщили, что мужчину сильно избили в отделе милиции. Правоохранительные органы начали следственную проверку по данному происшествию, но не подтвердили и не опровергли факт избиения мужчины. В районном отделе милиции сообщили, что Хикматулло Наджотов упал. Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября. Хикматулло Наджотов в настоящее время находится на госпитализации в районной больнице. Врачи подтвердили, что на его теле имеются телесные повреждения, но его состояние стабильное. Родственники Наджотова также подтвердили, что он находится в больнице, но не стали рассказывать подробности случившегося. Один из родственников сообщил 13 ноября на анонимных условиях, что данный инцидент дошел до республиканских структур. «Мы очень обеспокоены случившимся. Не только мы, но и весь Муминабад встревожен», — сказал он. В отделе милиции Муминабадского района отказались отвечать на вопрос, в результате чего Хикматулло Наджотов получил телесные повреждения в здании ОМВД и был доставлен в больницу. Некоторые очевидцы сообщили, что его жестоко избили, чтобы вынудить его отправить сына в армию. Уже несколько лет поступают жалобы от родителей призывников, что на них оказывают давление с требованием повлиять на своих сыновей. Расследованием данного случая занимается прокуратура Хатлонской области. Источник в этом ведомстве сообщил, что Хикматулло Наджотова действительно вызвали в здание районного ОМВД из-за сына. В настоящее время прокуратура занимается расследованием инцидента. Они побывали в этом районе, поговорили с Наджотовым, направили его на экспертизу, которая подтвердила, что он получил травму головы. Он в присутствии следователей сообщил, что его держали в ОМВД в течение 14 суток. Однако сотрудники милиции это отрицали и сказали, что Наджотов упал. Сейчас рассматриваются все версии, в том числе применение пыток, сказал источник. В хукумате Муминабадского района подтвердили вызов Хикматулло Наджотова в отделении милиции. Лутфия Шарифзада, председатель Муминабадского района, сказала, что милиция призывает жителей района звать обратно своих сыновей из России, чтобы те пошли служить в армию. По ее словам, сыну Хикматулло также пришла повестка в военкомат, но он не явился, и милиция вызвала его отца для дачи объяснений. Начальник милиции сообщил мне, что Хикматулло упал, когда вышел в туалет и получил травму, сказала собеседница, при этом опровергнув тот факт, что Наджотова удерживали в здании ОМВД в течение 14 суток. Через день после этого инцидента сын Наджотова вернулся из России в Куляб. Его доставили в военный комиссариат района Хамадани и оттуда отправили в армию. Неизвестно, почему его отправили в армию из другого района. Между тем, в хукумате Муминабадского района сообщили, что план по призыву в армию выполнен здесь на 63%. Осенняя призывная кампания длится с 1 октября по 30 ноября. А в какую версию верите вы и верите ли вы вообще в то, что в этом во всем разберутся и накажут виновных? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.